Всем ассаламу алейкум, это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Сегодня мы приехали в фокус сельского поселения Верхние Чулуки, чтобы рассказать вам про самый массовый вид спорта среди местной молодежи. Сегодня поделаем подхват с любого захвата. Это может быть классический захват с отворота, это может быть верхний. С этих двух захватов поделаем подхват с выведением из равновесия. Поняли? Сайфулла нам сейчас покажет. Против часовой стрелки закручиваемся и делаем. Тем самым закручиваясь, выводя из равновесия. Начинай, Сайфулла. Сайфулла держит верхний захват, закручивается против часовой стрелки. Сейчас вы делать начнете, вы закручиваться будете, эта нога тут останется и будете стараться подхват делать. Когда он закручивается, нога уходит туда. Видите как? Мах. Аккуратно, спокойно сделай, покажи, чтобы спокойно. Вот. Поняли? Вот. Эта нога обязательно идет сюда. Она не должна тут оставаться. Она идет сюда. Вот. Потом добавляете мах. С каждым разом, когда вы закручиваетесь туда, с каждым разом руки сильнее. Туда тянуть надо. Вы должны поставить его, кто право делает, вы должны поставить его на правую ногу, и чтобы левая нога практически оторвалась от пола, и вперед подвинуть его. Вывести из равновесия еще раз. Хорошо. Исраил сделай. Смотрите, сейчас у Исраила ошибки такие, практически у всех будут такие ошибки. Когда вы затягиваете, когда вы закручиваетесь сюда, вы должны рукой затягивать туда. С каждым шагом сюда. С каждым шагом вы должны затягивать. Исраил, ты слишком быстро делаешь. Постарайся чуть-чуть больше подвигаться. Еще. Выведи из равновесия. Он не должен прямо стоять. Согни его чуть-чуть. Еще раз. Еще шаг, потом делай. Хорошо. Тяга рук. Внимание уделяем на тягу рук. Не просто так двигаться, а когда вы двигаетесь, дергаете руками. Можно это рывком делать, можно рывками делать, можно обычно просто тягой. Поняли? И оттуда наклонили его и мах, сильный мах. Приготовились. Альберт, вот в преддверии любого турнира у вас прям бывает усиленная тренировка, а вот в обычной, в каком формате у вас проходит тренировочный процесс? Ну да, правильно, в преддверии турнира мы работаем усиленно, как бы готовясь. Вот так просто подготовительный период мы работаем больше на технику, получается 2-2,5 часа, особое внимание уделяем на технику. Вот обычно вот тренировочная неделя, как у вас расписана? Тренировочная неделя, тренировка 2-2,5 часа, больше стараясь на технику и не забывая при этом борьбу и физические кондиции. А вот насколько необходимы именно вот тренировки ОФП в дзюдо? Или они не столь важны, как технико-тактические тренировки? И техника, тактические действия, и ОФП, они в общем и целом, в совокупности, они из человека делают хорошего борца. Тот, кто будет без техники,
соперник есть, ОФП, он тоже далеко не пойдет. Тот, кто будет без, наоборот, тоже далеко не пойдет. Если человек развит и в том направлении одинаково, хотя бы более-менее, он уже далеко пойдет. Поэтому мы стараемся делать акцент и на то, чтобы максимально. Альберт, вот некоторые тренеры именно вот по ММА, да, они отмечают, что вот ребенок, который с нуля пришел в зал, его проще поставить на ноги, то есть обучить его борьбе, боксу там, а вот дзюдо, как обстоят дела? Легче с новичками просто работать или с ребятами, у которых есть база, там, условно, борьба, если мы возьмем? Нет, это правильно. Единственное, бывает в плане падения, всего такого общей физической подготовки, с ними полегче бывает. А так в плане борьбы поставить ему технику какую-либо, там, определенную технику, бывает проще с новичками, потому что они с нуля пришли, им что-то дать, свою базу отдать легче. А тот, кто пришел с другого вида единоборств или может быть от другого тренера, с ними уже получается потяжелее, их надо переучивать. Так по мне, согласен с теми тренерами, которые так говорят, по мне тяжелее переучивать, чем научить с нуля. А есть такие ребята в зале, которые пришлось переучить? Да, есть несколько человек, которых мне пришлось переучивать в плане, к примеру, вольная борьба, там можно и ноги ловить, и там больше акцент на катах и так далее. А в дзюдо в большинстве акцент на броски. И, в принципе, получается, если ногу поймаешь, ты уже проиграл. Это у нас такое замечание, дисквалификация, хансоку маки дается. Вот мне приходилось, да, переучивать. По сегодняшний день приходится переучивать, но это тяжелее, чем научить с нуля. А вот было такое, что ребята забывали, что они пришли в дзюдо и проходили в ноги во время тренировки? Да, это тоже встречается. Бывает, прям сходу проходят в ноги и пытаются бросить. Это те ребята, которые... бывают те, даже кто с нуля только пришел. пришли, да? Да, особенно они бывают. А, в принципе, уже ребята опытные, которые, они уже не допускают таких ошибок. В принципе, с этим проблем не бывает. Альберт, смотри, вот пару недель назад начался, да, новый спортивный сезон. Вот расскажи ближайшие планы, вот каким соревнованиям вы готовитесь, как проходит вообще в целом подготовка? Мы уже успели поехать в Черкесск, в город Черкесск, да, уже успели поехать. Там у нас, в принципе, неплохо ребята выступили. По-моему, два вторых, два первых и одно третье у нас было. В принципе, я считаю, это неплохо, так как турнир был очень хорош. И, в принципе, сейчас вот в середине февраля, даже в начальных числах февраля, мы готовимся уже у нас уже для больших наступил сезон. Разные турниры. Официальные старты, да? Да, официальные старты уже пойдут. Так что мы уже, так сказать, начали уже подготовку. Усиленную. Да, усиленную подготовку. То, что мы делали, это было под левшу было. Если правша, в таком порядке мы не сможем двигаться, если боремся право-направо, если получается. Это было сейчас под левшу. То, что мы сегодня работаем, это все под левшу сейчас мы делаем. Раз мы делали, соперник уже не дает нам туда двигаться, не двигается за нами, не получается, делаем что-то другое. Что мы делаем? Мы отсюда пробуем. Отсюда заходить туда далеко нам, смотрите, отсюда, если вот так стоит человек, если туда заходить, он нас туда встретит, бросит. Получается, мы ему поможем бросить себя. Если туда заходить, далеко получается. И практически руками потянуть не получится, и бросить не получится. Что мы делаем? Раз, вот она нога теперь, вот туда. Обманное действие мы делаем подсечку. Раз, убрали, туда. Туда зацепили, не просто подсечка, можно и просто подсечка, если человек убирает, раз, накормили, так называется, обманули, туда, постоянно подсечкой, туда, раз, туда можно, и просто вот зацепить, вот так тоже можно, Махамед, покажи, зацепи ногой и задняя подножка, что так. Выноси ногу туда. Выноси. Еще раз. Вот так сделай, вот так. Так, стой. Иди сюда. Вот так. Выноси. Рука. У Мухаммада рука
остается вот так. Когда он заходит, рука у него прямая, и вот так остается она. Вот. Вот две руки. Заходи ногой. Выноси ногу. Выносить с тазом, получается. Вот. И потом мах надо. Вот. Раз и два. Мах должен быть. Давай еще раз. Ну, почти. Оттуда вот сюда сделай, давай еще раз. Еще раз сделай, так же. Давай, Муса, Расул, давайте. Покажите. Тоди, Муса, сделай. Смотрите внимательно. Ну, в принципе, лучше. Давай еще раз. Смотрите, ошибки у вас будут. Раз, зацепили. Эту ажул, задики ажул. Зацепить что-то. Я вот, боешь, как оттуда отталкиваемся уже. Отталкиваемся, сюда заходим. Руки вот, туда. Ногу выносим. И мах. Ажул дикки. Ажул зацепить бябиязе, как. Зацепить бябиязе. А вот, видишь, мы бьем. Ерген лахтюби, левая нога далеко получается у нас. Раз. Вот это встает, потом вот, переходим. На левую ногу, правая выносится и мах. Раз, вот, два. Руки, видите как? Руки не тут. Вот тут они. Ногу выносим и мах. Поняли? Обращайте внимание, чтобы у вас руки сзади не оставались. Тянем эти руки. Получается, их надо вот туда тянуть. Вот. Не просто вниз, а вверх, вытягивая, назад. Вот. Приготовились, давай. Еще раз. Подсечка, стоп, стоп. Подсечку делай. Подсечку, он ногу убрал. Вот. Теперь сюда. Вот. И туда, да. До дзюдо еще занимался 1,5 года самбо. Правила знаю, и когда выступал, было более-менее хорошо. Были моменты, которые не очень, но хорошо было. А как ты считаешь, Расул, дзюдо и самбо, они похожи между собой? Ну, если убрать просто ударную технику. Ну, так-то да, похоже. Там единственное, чем отличается, это некоторые болевые проходы в ноги. А в дзюдо таких приемов нет. И в целом, расскажи про свое выступление. Сколько ты там провел схваток, что за турнир был? Всероссийский турнир наверняка? Турнир нет. Турнир это отбор на СКФО был. Схваток провел 3 схватки. Первую схватку хорошо отбрался, там счет 4-4. Противник был хороший, там говорят вроде чемпион России, что ли. Вторую схватку был противник полегче, он быстро устал. Счет 8-0. И финал был трудный для меня. Там противник, у него хоть и болела нога, но он тоже был очень хорош. Проиграл счетом 1-0, второе место занял. И, доволен. Расул, смотри, вот ты сказал, что в первой схватке против тебя вышел чемпион России. Тебе об этом сообщили до начала схватки? После. После всех схваток мне уже рассказали. А ты давно не выступал по самбо именно? Давно, 2 года назад не раз выступал по самбо. А вот как обстоят дела с дзюдо? Как выступаешь по дзюдо? С дзюдо хорошо у меня все. Перерывы были, год, бывало, месяцами не занимался, но все так же хорошо борюсь, доволен своей борьбой. Хочу потянуть некоторые моменты, но... То есть, получается, пока ты только втягиваешься? Ну, не особо, так-то, как
сказать. Борьба есть, могу бороться. И, Просто нужно набрать форму, да? да. А вот известна дата ближайших соревнований именно по дзюдо? По дзюдо, говорят, в феврале будет ближайшее СКФО соревнование. Также по самбо тоже в феврале будет. На обои поеду. У него стойка правши, у него стойка левши. Получается право-налево. Это одна из неудобных стоек. Вот так, когда стоят люди право-налево. Это очень неудобно. Поэтому мы сегодня работаем с этого положения. Мы делали закруткой подхват, делали подсечка задняя. Теперь мы отсюда делаем, выбивая ногу переднюю. Хочешь сверху. Хотите с верхнего захвата, хотите с классического. С места просто выбиваем. Смотрим внимательно, смотрите. Раз и два. Еще раз помедленнее сделай. Медленно сделай. Смотрите. Если Али зайдет сразу оттуда, вот ножки, да, он его назад кинет. Второй, если первый зайдет прямо, просто стоя, давай, заходи, просто, ну, сопротивляйся чуть-чуть, давай, аккуратно просто. Вот. Он его встретит и назад повалит. Поэтому, чтобы он жестко на двух ногах не стоял, он выбивает ногу в первую очередь. Обманное действие. Видите, как он уже стоит? Уже он такой полуподворот ему нужен, чтобы упасть. Оттуда уже передняя подножка. Еще раз медленно. Смотрите еще раз. Ажил? Он выбил ногу. Видите? Он уже на одной ноге стоит. Эта нога уже не сильная, эта нога уже на весу. Он вывел его с равновесия. Оттуда он заносит левую ногу назад и делает переднюю. Поняли? Анвар, сделай. С места. Просто выбивай ногу с места, не двигая. Смотрим, спокойно, не быстро. Раз, еще раз. Еще раз. Выбивайте ногу. Ажил? А вот так вы должны, ногу выбить должны, чтобы эта нога была на весу. Аж сколько выбить бяхаи? Ажил, аж сколько выбить были? Не просто его выбить, не просто так стоя выбивать эту ногу, а руками туда тянете. Руками тяните. Руками тянем. Это у нас получается двухходовка. Раз, туда выбили, и сюда уже переднюю подножку. И в первом положении, когда ногу выбиваете, и в втором положении, когда подворачиваетесь, в обеих положениях руки максимально сильно тянут. Еще раз, Али, покажи. Смотрим. Раз, два. Теперь спокойно покажи. И в первом движении, давай просто первое движение сделаем. В первом движении руки у него чуть потянули вперед. А в втором движении максимально руки тянут. Второе. Просто так, как выбивать бой, просто ногой выбивая ногу, мы его не бросим. Мы просто, вот все, он станет на свое место опять. Я когда ногу выбиваю, вот, видите, как я его потяну. Еще раз. Внимательно, маленькие особенно, смотрите внимательно, как он ногу выбивает. Вот, видите, как он встал уже. Вот так вы должны поставить своего соперника. Оттуда правая нога у него сначала левая заходит, потом правая туда уходит. Да. Видели? Выбили, левая зашла, правая ушла. Поняли? Приготовились. Ханзы, например, не сбал же, дзюдо хавину, так это бабиха просто не сбал. Вот. Просто не сбал, был бас интеллект,
техники жизни класс. А хайду хуя заниматься дзюдо. Оршили. А скажи, что это если мы что хавину вообще вид спорта занимаешься, ты вообще фуда где хавину в зале уашан? Тренировок ну что, олимпийский чемпион. Хамуза Хасанович, ежи. Ну хас царна хавал хавуз, хайчам божвину дзюдо харжа. Вообще вид спорта, мы чар хазаем вид спорта. لا تسخن زين ورس خارس نيشا ودج حوا ورس دانا فوق тренировки штау ورس постепенно. Хайчам чибер хабери. Хас шук хату чесра хас окшун юрт бахш бок янки что чо хозм хетер вид спорта дзюдо. Хан хетсан хоз вид спорта. Бросок же хоз бросок школу ходишь. Да, олимпийский чемпион школы, народный чемпион. Зрелищный вид спорта, олимпийский вид спорта ери. Я зрелищный. Ханс уошера, если хай игр хай важно, хани уже соревнования жутся, мучали того, игр серьезно старты жить. Локомотив Штитов, Локомотив Астрахань, Карачаево-Черкесия, Пятигорск. Ханс официально старты хани это если ханс первенство Ингушетии, СКФ, цыги халита ю. СКФ ханза хартачац. А возраст стоять? Яц. Ханс техер чха мучал того, соревнования, ханс последний ханс соревнования мучали. Карачаево-Черкесия. Мы что тракт? Присватки Акарас, Япония залежь. Первый месте Акарас. Хала маловорца нет соперник. В финале кача. Хан хитрый стал. Весь низбол жор. Мас минут алтыш. Хиял Хиял минут алтыш. Кяду олри. вообще кяду марс. Соперник кяду олри. Вот. Переборать ура, звери. А он подхватил возле Акарас. Продолжаем стойки. Правша на левшу, право налево получается. Делали закручиванием, подхват делали подсечка, делали подсечку, заднюю делали, выбивая ногу, раз, два делали. Все практически, это все броски вперед получается это. Теперь делаем подсечку. Если я так стою, я ему один раз заднюю зашел, в подхват зашел, в переднюю зашел, он от меня ждет бросок вперед, любой бросок вперед уже ждет. Или туда, или сюда, или переднюю, он ждет вперед бросок. Что он будет при этом делать? Вот он сядет назад, он не захочет упасть вперед. Он сюда упасть не захочет. Если вас вперед тянут, значит вы автоматически будете идти назад. В принципе, это и правильно. Что я делаю? Раз, обманываю его, видите? Вот, обманываю. Нога не уходит, ни туда не уходит, ни сюда не уходит пока. Вроде бы я и вперед подворачиваюсь, но я для себя готовлю бросок назад. Раз, два, туда. Подсечка. Раз, два. Не просто ногой я бью. Не просто ногой подсечка это будет. Это будет подсечка всей ногой. И бедром, и всей ногой. Получается, подключаем всю правую ногу вашу. Раз, два. Ногой, левой ногой. Получается, подпрыгиваем правую ногу. Не выносим туда за его ногу. Просто показываем, готовим. Раз, два, туда. Раз, два. Ногой. При этом сейчас ошибки у нас будут. Мы будем на полупозиции вы будете оставаться. Нога будет вот сюда биться, и вы не сможете назад бросить. Потому что нету, вот, таз не работает. Вы тазом не выносите. Вы должны тазом выносить, вот. Вперед должен таз. Вот так, вперед должен пойти таз. И руками чуть-чуть приподнять его. Исраил, покажи. Нет, Исраил, обманка. Подпрыгиваем. Не надо сковываться, не надо стесняться, что не получится.
Не надо уходить ногой. Ребну. Сериал скован в этом движении сейчас. Вот так он делает, потом ногой уходит. Не надо сковываться в этом движении. Раз, два. А он ногой подпрыжка. Вот. Раз, два. Туда. Сейвла, покажи. Ну, Малик, покажи. Покажи. Ажон, нет у вас движения, раскованности нету в ногах. Еще раз, смотрите внимательно. Все, уходи. 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 Ажон, вот это движение должно быть с левой ногой. Раз. 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 Два. Кокби. До конца. Раз. Раз, два, туда. Не стесняйтесь, не бойтесь, что ошибетесь. Ошибку же делать, вы, в принципе, все неправильно делаете. Просто раз. Дергаем чуть сюда вперед. Раз, два, туда. Ногой под плечку. Раз. Раз, два. Тазом выносим. Приготовились, давай. Будем пробовать. Дерни, потом ногой подпрыгивай. Дерни, да, ногой подпрыгивай. Хатеш бахал, как Хатеш бахал, сколько хожу. Раз, хатеш бях. Отцу отпишь. Так, закончили. На этом наша тренировка окончена. Все.